Большие перемены в сельскохозяйственной отрасли Усть-Куломского района. В селе Дон открыли семейную ферму на 100 голов, а в деревне Верхний Воч – цех по переработке молока. Глобальные проекты для сельского муниципалитета удалось воплотить в жизнь благодаря финансовой поддержке из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Когда из Усть-Куломского района потекут молочные реки, узнал Павел Королев. С открытием фермы в Доне начинается своя молочная история. Ранее здесь делали ставку на мясные породы, но, к сожалению, в британских Герефордах разочаровались и решили заниматься более традиционным для наших краев молоком. Новоселье местные буренки ждали еще в прошлом году, но подкачала погода. Это действительно долгожданная ферма. Мы участвовали в грантовом конкурсе на создание семейной фермы, выиграли его, и вот в прошлом году подрядчик из Ижевска приступил к строительству. Конечно, хотели завершить все работы пораньше, но из-за прошлогоднего дождливого лета были трудности с заливкой фундамента, поэтому ферму возвели только в этом году. И вот в канун Нового года у наших буренок настоящее новоселье в теплую и просторную ферму. Эта ферма рассчитана на 100 голов. Сейчас же здесь содержится около 70. Однако со дня на день здесь ждут пополнения. Но, как отмечает в хозяйстве, места хватит всем. Места здесь действительно много, отмечает мать главы хозяйства Валентина Николаевна. До этого она долгое время проработала ветфельдшером в местном совхозе, поэтому есть чем сравнивать. Ведь от хороших условий в первую очередь зависят надои и здоровье подопечных. К слову, компания рогатых здесь собралась в прямом смысле разношерстная. У нас есть практически все виды пород. Первая из них – мясная, Герефорды. Мой сын завел их одним из первых. А с открытием новой фермы решили сделать упор на молочные породы. Поэтому взяли породистых галштинов из Межадора. Плюс набрали буренок у местных частников. Участники деревни Верхний Воч объединились в сельхозкооператив и не прогадали. Корову здесь держат практически в каждом дворе. Поэтому остро стоит вопрос реализации и переработки сырья. Так, со следующего года здесь заработает цех по переработке молока. И местную сметану, масло и творог смогут попробовать жители всего района. К тому же открытие такого предприятия в глубинке – лишняя копеечка в семейный бюджет и дополнительные рабочие места. Сельские жители смогут зарабатывать дополнительные деньги, сдавая молоко в наш цех. Помимо этого будут трудоустроены 2 человека. Конечно, нужны ответственные работники, все-таки работа предстоит с молочной продукцией, а качество снижать нельзя. Но зарплата для деревни будет хорошая, до 20-30 тысяч рублей. Главное, что объединяет ферму из Дона и местное предприятие, это то, что они сельхозкооперативы, а именно на эту форму хозяйственности делает ставку региональный Минсельхоз. Так, в текущем году на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации было направлено 4 миллиона рублей. Половина средств была направлена на обновление материально-технической базы 2 кооперативов, занимающихся переработкой молока и мяса в Усть-Куломском районе. В 2021 году такая поддержка будет увеличена до 7,5 миллионов рублей, и мы этим будем продолжать заниматься. По расчетам Минздрава, каждому человеку в год нужно выпивать в среднем по 325 килограммов молока в год. А одна холмогорская корова, пожалуй, самая распространенная порода в республике, сможет напоить в среднем 12 человек. А чтобы обеспечить молоком в таких объемах жителей всей республики, понадобится примерно 60 тысяч буренок. Согласитесь, нашим хозяйствам есть куда расширяться. Павел Королев, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.